Кавказ. Именно с этим регионом России ассоциируются восхитительные просторы, лихое наездничество и быстрые кони. На протяжении многих веков военное искусство джигитовка ковалось в сражениях и походах, но с приходом мирного времени трюки стали приобретать прикладной характер. Тем не менее, и сегодня Кавказ невозможно представить без отважных джигитов и знаменитой на весь мир карачаевской лошади. Я думаю, что нет ни одного региона в России, где столько лошадей. То по нашим подсчетам это порядка 35-40 тысяч лошадей. Я, допустим, был в прошлом году в Германии, там Вендердорф, там, да, на границе с Голландией, там 4,5 тысячи, она считается конная столица Германии. Если вот так перефразировать, я думаю, что вот именно Карачаево-Черкесия является конной столицей России. Там. Мало кто знает, но как часть воинского искусства джигитовка формировалась вовсе не в горах, а на просторах Великой Степи, заселенной в древности кочевыми племенами, вся жизнь которых проходила в конных схватках. Тем не менее, в умении обращаться с лошадью горцы ничуть не уступали степнякам. Еще в начале 20 века своим бесстрашием и искусством джигитовки прославилась знаменитая «Дикая дивизия» – уникальное воинское подразделение, сформированное по указу императора из горских добровольцев. Экзотических всадников отличали дикие по европейским меркам проявления удали и спокойное отношение к смерти. Стихийной, бешеной лавиной кидаются они, артистически работая острым, как бритва, кинжалом против штыков и прикладов. И об этих атаках рассказывают чудеса. Австрийцы давно прозвали кавказских орлов дьяволами в мохнатых шапках. Действительно, одним своим видом, таким далеким от какой бы то ни было общеевропейской военной формы, кавказцы наводят на неприятеля панику. Из воспоминаний писателя и журналиста Николая Брешко-Брешковского, 1915 год. Кавказское мастерство наездничества было известно далеко за пределами гор, как в царские годы, так и после революции. У нас в Карачаево-Черкесии, вот в Карачаеве в частности, до 40-х была очень сильная школа там. Были такие вещи, когда пролазили там не только через брюхо, а даже через задние ноги. Вот был случай такой, один человек, который делал. Ее вообще в Союзе тогда никто не делал. Но потом успешно наши это все дело развалили. Но я думаю, что мы это дело возродим. Кавказ всегда славился красотой своих гор, целебным воздухом, минеральными источниками, гостеприимством и лихими наездниками. Однако о джигитовке туристы почти ничего не слышали. Я занимаюсь туризмом, лет 20 ничего нового не предлагают. А люди у нас приезжают по 15-20 раз в санаторий, им некуда сходить. Я думаю, что это будет новой такой визитной карточкой в нашем регионе. Курс на реставрацию воинского искусства уже взят. 3,5 года назад конно-туристический комплекс близ Кисловодска начал набор желающих для занятий джигитовкой. Тренеров горной местности не нашлось, поэтому руководству комплекса пришлось выписать опытного спортсмена из Волгоградской области. Николай привез программу подготовки и привычный казачий антураж. Кубанка, она удобная, а в папахе она выше, уже не так удобно будет. А в бурке тем более. Вот рубашка, ремни. Николай – воспитанник известной школы генерала Бакланова. Это своего рода кузница кадров в джигитовке. Конники школы – непременные участники всех соревнований и настоящие знатоки казачьего воинского искусства. Многие ребята, как и Николай, уехали в регионы, чтобы на местах развивать мастерство джигитовки. Джигитовка – это азбука конного спорта, потому что в джигитовке воспитывается универсальный всадник. Он после джигитовки может ездить и конкур, и выездку, и скачку, куда угодно. Просто такая универсальность, не знаю, потому что человек здесь развивается всесторонне. То есть лошадь чувствует, понимает, учится ездить, владеет ею. То есть в любом другом конном спорте никогда жокей не станет хорошим джигитом.
Современная джигитовка пополнилась изящными элементами, призванными покорить публику. Однако легкими они кажутся лишь на первый взгляд. Даже самый простой трюк, вроде стойки в стремени, требует недюжинной физической подготовки. Поэтому набрать команду Николаю удалось не сразу. Ну, сперва было людей не так много. Мы выступали, нас, по-моему, было 5 человек. Вот как-то что-то придумывали. Потом появилось больше детей, начали детей обучать. Потом провели отбор. Самые, у кого было большое желание, те и остались. Сделали костюмы. Раньше как бы костюмов тоже не было. Так вот выступали. Сейчас все красиво. Сегодня ребята дадут очередное представление для отдыхающих на Кавказских минеральных водах и покажут наиболее эффектные приемы, известные с незапамятных времен. Многие элементы в джигитовке, они были известны уже очень давно. Они использовались многими народами в конных баталиях. Но именно казаки систематизировали элементы в джигитовке, чтобы сделать джигитовку максимально эффективной. Это казачий виз, сет на шею. Эти два элемента чаще всего используются казаками во время погони. Это дает им возможность отстреливаться в момент погони от противника. Следующий элемент – это обрыв. Обрыв – это имитация мертвого всадника, позволяющая подойти как можно ближе к вражеским позициям незамеченным. Ну и также у казаков были элементы психической атаки. Это езда вниз головой и езда стоя на седле. Так чаще всего казаки шли в бой. Местная карачаевская порода словно создана для джигитовки. За уникальные физические и психические качества эта лошадь во все времена ценилась кавалеристами. На рубеже 19-20 веков строевыми карачаями даже пополнялись казачьи полки кубанского и терского войска. Служилые ценили породу за средний рост, мягкие аллюры и непревзойденную выносливость. Лошадь каждую можно научить. Ну, карачаевскую немного полегче, допустим, вот, чем донскую породу. Да? Донская порода, она такая упрямая лошадь. Она с характером, а карачаевская более поддается. В нашей конюшне представлены разные представители. У нас есть чистокровные арабские скакуны, у нас 2 чистокровных англичанина, англотерес, тракена латвиец, ну и основной, конечно, приоритет нашей местной породы карачаевской. Но что касается именно джигитовки, то да, все поголовье – это карачаевские лошади. Потому что для джигитовки подбираются лошади специально, далеко не каждая лошадь пойдет в джигитовку. Бытует мнение, что карачаи – лошади одного хозяина. Жеребцы, как собаки, могут охранять дом от чужаков и даже нападать на непрошенных гостей. Когда я в конзаводе немножко работал здесь, в Карачаевском, приезжал командующий Среднеазиатского военного округа. Они брали каждый год здесь 150 лошадей в конном заводе. Мы всех попробовали, говорят, именно идеальные. А это в горах Тянь-Шаня, там на границе с Китаем, именно вот эта порода, говорят, незаменима. В джигитовке, как и на службе, чрезмерная привязанность не в чести. Лошадь должна работать под любым всадником. Тем не менее, у Николая с четвероногим напарником быстро сложились особые отношения. Вчера у нас как бы было выступление, я не до конца затянул седло. Получилось так, что наклонился поднять кубанку. У меня съехало седло, и я с нее упал с лошади. Да? Лошадь сама испугалась того, что я упал. То есть она за всадника тоже переживает. Вот вчера у него, конечно, ноги затряслись, когда он увидел, что я упал. Непревзойденная устойчивость, которая так ценится в джигитовке, столетиями шлифовалась в горах Кавказа. На любом грунте, на полном скаку карачаевская лошадь, не оступившись, может развернуться на 180 градусов. Она практически не спотыкается. Вот даже когда скачешь по траве, там, она чувствует, вот, это может быть единственная порода, которая чувствует камни. Там, может выращена в каменистой местности. И это как бы выращено как бы за счет путем народной селекции. Слабые как бы забивались там на мясо или на колбасу.
Сама природа способствовала развитию коневодства в регионе. Условия высокогорья выковали универсальных лошадей, пригодных едва ли не для всех дисциплин конного спорта. Настоящей проверкой на прочность стал знаменитый пробег вокруг Кавказского хребта в 1935 году 20 века. В испытании приняло участие 48 лошадей различных пород и 48 джигитов разных национальностей. 3000 километров всадники миновали за 1,5 месяца. Такой путь был вокруг Кавказского хребта, и именно впереди шли карачаевские лошади, там они как бы бульдозерами, да, там был, рассказывает, там были какие-то фотографии, статьи были. Именно шли как бульдозеры наши лошади, там был до метра снег был. И ни одна лошадь как бы, да, не потеряли там. Потом они в феврале вернулись, там двухмесячный переход был. И сразу через месяц-полтора был Пятигорск, Ростов. Эти же лошади стартовали на 600 километров. На своих колхозных лошадях мы прошли весьма сложный и трудный путь. Мы штурмовали в суровых зимних условиях доселе неприступный Клухор, Сурамский перевал, пройдя в этот день 78 километров пути. При 12-бальном встречном Нордосте сделали суточный марш в 84 километра по пескам Прикаспия. Суточным 130-километровым маршем Грозный Орджоникидзе в дождь по тяжелому пути ознаменован поход к финишу – Пятигорску. Из рапорта участников конного пробега. 1936 год. С ранней весны до глубокой осени на пастбищах в предгорьях Эльбруса пасутся сотни табунов, насчитывающих тысячи лошадей карачаевской породы. Под открытым небом они добывают себе пропитание, противостоят непогоде и справляются с хищниками. Вот недели 2 назад они, их сколько было, мы не знаем. Были у нас 2 головы, они порезали. Соседи говорят, что каждую ночь кого-то они по-любому навещают. То жеребенка, то теленка, то барашку. Из поколения в поколение отцы передают сыновьям навыки животноводства. Лошади местных фамилий расходятся по всей стране и за ее пределы. Завтра одна из кобыл табуна Салпагаровых отправится к новым владельцам в Томск. Завтра должны с коневозом подъехать за кобылой люди. Если жеребец даст отбить, то кобылу надо отбить, загнать, привязать и ждать коневозку. Ну, если он жеребец не даст отбить кобылу, то придется весь табун сюда на ферму пригнать, в баз загнать, через раскол уже отбивать. Но прежде предстоит найти табун. Молодой жеребец мог увести косяк за несколько километров от фермы. Несмотря на огромное расстояние и похожие друг на друга ущелья, конезаводчики ориентируются в этих краях без труда. Ну, я так думаю, что у нас табун за этим бугром в ущелье. Сейчас я пойду смотреть табун. Кавказ сложно назвать спокойным регионом. Лихие разбойники в этих краях встречались во все времена. Во многом поэтому традиционной мастью для карачаевской лошади считается вороная, без отметин. В случае чего опознать вороного коня и его седока будет не так просто. На самом деле карачаям присущи все оттенки темного окраса. Встречаются экземпляры рыжей и даже серой масти, которой и славилась фамилия Салпагаровых. Салпагаровы разводили все серые табуны, и они не боялись их чистить по утрам. И не ходили они ночью, где не надо. В общем, так говорится насчет серых лошадей и насчет фамилии Салпагарова. В поисках табуна можно провести несколько часов и пройти десятки километров. Для карачаевской лошади это не работа, а легкая прогулка. Карачаи всегда готовы к длительным переходам, по камням и бездорожью, в лютый мороз и жестокий зной. Крепкие копыта не снашиваются даже там, где не выдерживают стальные подковы. Когда идешь по тропинке, по склонам,
Наших лошадей не надо управлять поводом. Если, например, вы заблудились где-то ночью в тумане, вы не знаете, куда ехать. Отпусти повод, дай ему самому регулировать свою дорогу, он найдет. Идешь по мочаку, по склону, по скалам, это не важно, он выбирает сам дорогу, только ему не мешай. По скорости карачаевская лошадь уступает спринтерам конного мира, ахалтекинцам и английской чистокровной породе. Специализация карачая – марафонские дистанции. На любом рельефе лошадь умудряется держать ровную скорость и мягкий аллюр. Средняя скорость лошади получается 7 км в час. У карачаевской лошади шаг получается 12, 13, 14 км в час. Дальние расстояния, дальние переходы, вот и все они вот выбирают карачаевских лошадей. То есть у них шаг получается в 2 раза быстрее, чем у других лошадей, у других пород. В особой части угорских народов – лошади, умеющие ходить дорожной иноходью. Нормальным аллюром для животных считается рысь, когда в ходе одного такта перемещаются ноги, расположенные по диагонали, иноходцы же одновременно перемещают обе конечности одной стороны. Вот она пошла иноходью. Это самая удобная аллюр для долгих переходов. Для лошади и для всадника. Прошло уже 4 часа, но табун так и не удалось обнаружить. Возможно, что-то испугало жеребца, и он решил увести кобыл в безопасное место. Жеребец куда-то увел, вот ищем табун. Не знаем, куда он увел. Он мог увезти на зимнюю ферму, может где-нибудь там ущелье. Дело в том, что вчера вечером мы их видели, все нормально было. Ну, скорее всего, он где-то здесь, в какой-то ущелье находится. Некоторые элементы джигитовки на пастбищах высокогорья приобрели прикладной характер. Пастухам ничего не стоит поднять упавший предмет на любом аллюре или на скаку запрыгнуть в седло. Трюки, которым рукоплещут зрители, в горах рабочая необходимость. Показательная программа под руководством волгоградского спортсмена вызвала бурю аплодисментов. Так постепенно из позабытого воинского искусства джигитовка превращается в зрелищное представление. Помимо спортивной программы, команда Николая подготовила театрализованное представление, взяв за основу сюжет русской народной песни. Ребята удачно объединили его с приемами джигитовки. Начало положено. Джигитовка постепенно возвращается на Кавказ. Скоро, недалеко от туркомплекса «Медовые водопады», откроется этнографический комплекс Алан-Шахар. Туристы смогут познакомиться с культурой народов Карачаево-Черкесии, но главное – отдыхающие увидят мастерство кавказских джигитов. Подготовка кадров уже началась.
У нас парень вот здесь занимается в каньоне. Перед этим мы созидатели там с Сергеем Калиным мы договорились, у него там парень занимался. И вот через неделю-две там еще один парень здесь будет заниматься. Там вот у Коли там где-то с 1 апреля я договорился, там будет у нас там вот на базе, которую я сейчас строю, да, культурно-этнографический комплекс Алан-Шахар. Там я сейчас хочу сделать там центры подготовки именно вот по джигитовке. Там есть желающие приехать с Осетии, и есть Тула даже есть парень. Поиски табуна продолжаются. Но Ибрагим уверен, что с лошадьми вряд ли что-то могло произойти. Жеребец не подпускает чужаков, а при необходимости может даже защитить табун от волков. Увидел хищника, он идет, стоит около него, сторожит, то есть свой табун. И убит может, сопротивление может, а волк он опытный, умный. Если ему здесь не удается, то он выстрелит сразу, он не будет там с жеребцом драться, он не будет, он пойдет, будет искать, где попроще. Косяк лошадей абсолютно неожиданно обнаружился на одной из многочисленных равнин. Теперь от табуна необходимо отбить гнедую кобылу. А это не так-то просто сделать, ведь задача жеребца – держать на расстоянии всех, кто представляет опасность. В данном случае угроза исходит от коневладельца, посягающего на его косяк. От жеребца роль большая. Там, вот, например, я хочу там отбить или жеребенка, или кобылу с табуна. Он не даст мне отбить. Удастся ли отсечь кобылу, во многом зависит от сноровки загонщика и его жеребца. Лошади, работающие под пастухами не первый год, не хуже хозяев знают, как и в какой момент себя повести. Процентов, ну, скажем, 90 зависит только от лошади. Если у тебя лошадь там неуправляемая, то есть он не знает, как его гонять, необученная, то ты как бы ни старайся, не сможешь. А если у тебя лошадь там знает, там обученная, чтобы отбивать там ту же лошадь, ту же скотину, да, там, например, корову, бычка, там, если он знает, там, он заранее рассчитывает, там, куда она повернет, да, там, он поворачивается. Стоимость лучших представителей породы может достигать нескольких миллионов. Карачаевская лошадь используется в конкуре, джигитовке, многокилометровых пробегах или конном туризме. А природная привязанность к одному хозяину превращает ее в верного друга и напарника. Она немножко, может быть, сентиментальная в плане того, что она привязывается вот к хозяину. Но есть ребята у нас, которые не имеют, допустим, машины, не имеют нормального дома, да, там живут так, с концами, но лошадь находится в отличном состоянии. Карачаевцы разводят лошадей прекрасной породы. Среди них есть такие, которые в Европе стоили бы до 2000 франков. Со слов наемных переводчиков, в этих краях лошади низкорослые. В действительности же лошади здесь обычно того роста, который пригоден для использования в легкой кавалерии. Кстати, они легки на ходу, и я не знаю другой породы лошадей, которая была бы более подходящей для езды по крутым скалистым склонам и более неутомимой. Самир Ходко. Фрагмент из книги «Карачай. Страна на вершине Кавказа». Ну, как я уйду в город, я всю жизнь занимаюсь животноводством. Вот сейчас вы мне дадите бесплатную квартиру, и дай в городе где-нибудь, я не смогу там жить. Мне надо ходить, работать, и постоянно я должен в движении находиться. Мне 7-й десяток, например, идет. Я могу вот сейчас сесть на лошадь, примерно километр 100-150 дам, я и чувствовать не буду, я это знаю. Да, желание ездить, вот это животноводчество, лошадь, это она лично у нас в крови. Завтра отбитая от табуна лошадь отправится за 4000 километров к новому хозяину. Кобыла получит специализацию или останется лошадью для души. А здесь продолжится своя жизнь.
Работники фермы, как и их предки, будут доить коров и варить сыр, делать утренние и вечерние обходы, обсуждать с соседями набеги волков и выращивать лучших представителей старейшей породы Северного Кавказа – карачаевскую лошадь.